Да? То есть это по определению невозможен ночной образ жизни, если мы говорим о продуктивности. Он да? возможен, но короткое время он очень истощающий. Он истощает энергию почек очень сильно. В длительной перспективе, да, это люди, кандидаты на проблемы сильные с почками. У меня есть знакомые, которые много лет вели такой образ жизни, и у которых накопилось множество проблем, связанных с почками. У мужчин это автоматически тянет за собой ослабление функций предстательной железы, то есть это может быть импотенция или проблемы с потенцией, ну, там, вплоть до импотенции. Да? А у женщин это неспособность зачать, родить ребенка. То есть ночной образ жизни ведет к импотенции. Я правильно понимаю? Вообще в длительной перспективе, да? В длительной перспективе. Подумайте об этом. Молодые люди. Это истощающий образ жизни. Ну, это понятно, что будет... Дело в том, что почки, они накапливают жизненную энергию, силу. Да, вот, это знание из китайской медицины, но они очень применимы в данном случае. И, собственно говоря, истощается энергия почек в первую очередь, потому что это энергетические резервуары. Когда ты постоянно берешь, ничего не отдаешь туда взамен, не кормишь, не спишь, вот, то истощаются и начинаются проблемы. Но дело в том, что почки, они локализуются в нижней части спины. Это место, где локализуется ветер. Он опирается, лунг, он опирается на тазовые кости. И, собственно говоря, оттуда он поднимается и разносится по всему организму. То есть ослабление энергии почек ведет к тому, что лунг очень быстро выходит из своего места и начинает вредить всему телу. Вот, поэтому, но это в длительной перспективе. То есть можно некоторое время успокаивать себя, что я немножко поработаю ночью, а потом все будет хорошо. Но на самом деле все аукнется. Не сейчас, но попозже. Запас кончится в левой почке. Да, да.